А мы напомним, в эфире программа «Деловой завтрак». В студии работаю я, Нурсултан Джакобеков. У нас в студии есть гость Эркин Асрандиев, вице-премьер-министр. Эркин Шамшудинович, здравствуйте, доброе утро. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Буквально совсем недавно вы были назначены на новую ответственную должность. До этого вы работали в абсолютно другом направлении. Скажите, пожалуйста, прежний опыт помогает ли в нынешней деятельности? Да, безусловно, предыдущий опыт работы и в Российско-Кыргызском фонде, и до этого в банковской структуре пригодился мне на этой новой работе. Во-первых, есть понимание финансовой сферы, финансового сектора республики, в процессе работы с крупными предприятиями, с финансированием крупных объектов, крупного бизнеса. Есть понимание реального сектора экономики, скажем так, вопросов, проблем и сложностей, которые присутствуют как на макроуровне, так и на микроуровне, на уровне каждого отдельного предприятия. Ну и работа в Росфонде – это взаимодействие с российскими коллегами, с российскими структурами. Это дает некоторые преимущества, некоторые плюсы в текущей работе, в том плане, что я сейчас курирую вопросы ЕАЭС, и там происходит тоже взаимодействие с нашими партнерами, с коллегами. Отлично, перейдем к основной теме нашего разговора. На сегодняшний день правительством Кыргызской республики внедряются различные проекты в сфере налогового администрирования. Один из таких проектов Smart Cell. Скажите, пожалуйста, в этот экономический момент, то есть во время пандемии, правильно ли вводить такие проекты? Ну, во-первых, нужно сказать, что вообще вопрос цифровизации налоговых процедур это появилось не вчера. Работа проводилась последние несколько лет. Сам процесс стартовал в 2018 году. Нам всем известно, что вообще вектор развития Кыргызской республики направлен на развитие цифровизации. И один из компонентов является цифровизация налоговых и таможенных процедур. Как я уже сказал, это старт был дан в 2018 году. С учетом пандемии, карантина, сроки были сдвинуты. То есть основной этап внедрения электронных счет-фактур, он был запланирован на 1 апреля, но с учетом карантина был передвинут на 3 месяца. Несмотря на критику, я считаю, что это нужная своевременная мера. Она, во-первых, направлена на, вы знаете, что по разным оценкам от 40 и выше процентов нашей экономики находится в тени. Экономика в тени – это, как следствие, коррупция, это недобросовестная конкуренция, некачественная продукция и так далее, и так далее. Так вот эта цифровизация налоговых процедур, она направлена на то, чтобы снижать теневую экономику, выводить все в свет, упрощать взаимодействие предпринимательства с налоговыми органами. Поэтому это абсолютно уверен в том, что это была необходимая вещь. Как раз таки вы сами заговорили про критику, из ваших уст это прозвучало. Критика чаще всего звучала со стороны бизнеса. Как Smart Cell может помочь бизнесу, то есть немного ли требований для предпринимателей? Да, критика звучала и звучит. Порой она субъективна, конечно, но есть и объективные причины для такой критики. Это нужно признавать, что процесс внедрения, вообще цифровизация – это мировой опыт, мировая практика. Процесс цифровизации, он очень сложный, очень затратный и очень длительный в любой сфере. И это присуще любой стране, любой системе. Поэтому, как и любая новая вещь, она не проходит совсем идеально, гладко. Но при этом мы признаем, что и с нашей стороны, со стороны государственных органов тоже были определенные недоработки и недостатки. Этому есть и субъективные, и объективные причины. Например, можно, пожалуйста? Объективная причина, допустим, все-таки потенциал квалифицированных IT-специалистов не того уровня, который позволил бы нам решать задачи на должном уровне. И в этом есть проблемы, нехватки. Потом, знаете, весь этот процесс проводится силами государства, и, как правило, возможности государства ограничены, и
Даже, элементарно говоря, на те же заработные платы нам сложно привлечь высококвалифицированных IT-специалистов, которых в принципе недостаточно в нашей стране, которые именно той компетенции и квалификации, которая позволяет такие масштабные задачи решать. Это вопрос не только разработки там отдельного софта, да, отдельной программы, это выстраивание целых процессов. Там нужны не просто программеры, там нужны архитекторы, те специалисты, которые грамотно ставят тех задания, бизнес-процессы выстраивают и так далее. Да? То есть была в этом и есть эта проблема. И, естественно, была критика, до сих пор она звучит, что не все отработано, не все процессы выстроены. Мы это признаем, мы над этим работаем очень активно. Я думаю, что со временем все это наладится. Вот как именно Smart Salon может поддержать бизнес? В первую очередь, вот если, может быть, мы не сразу увидим эти результаты, но в долгосрочной перспективе Smart Salon направлен на то, чтобы вся цифровизация направлена на то, чтобы взаимодействие субъектов предпринимательства и налоговых органов сделать простым, удобным, в первую очередь для предпринимателей. Не секрет, за последние 30 лет понятие налоговый орган и налоговый инспектор, он вызывает аллергию у предпринимателей. Это надзорный орган, да? Да, это надзорный орган, карающий, плюс это ассоциируется с коррупцией там, и так далее. Да? Так вот, конечная цель такова, чтобы минимизировать контакт предпринимателя с налоговым инспектором, во-первых, сделать взаимодействие дистанцированным. И в целом взаимодействие предпринимателя, вообще вопрос начисления и уплаты налогов сделать удобным, простым, не вызывающим головную боль. Плюс с точки зрения бизнеса, вопрос начисления и уплаты налогов – это отдельный блок работы для бухгалтеров. Если в конечном итоге мы достигнем тех целей цифровизации, то, естественно, и для бухгалтеров, и вообще для субъектов предпринимателя вот этот пласт работы, он тоже существенно снизится. Кстати, очень нравится такое выражение. Я хочу заплатить налог, почему я должен ждать долго? Следующий вопрос такой. Все-таки, чего хочет добиться правительство? Да? Какие перспективы для граждан, опять же, для бизнеса? Я про бизнес уже сказал, какие в конечном итоге преимущества может бизнес получить. И в продолжении этой темы я хочу сказать, что это влияет на инвестиционную привлекательность. Так. То есть, если в стране выстроена система, где прозрачное налоговое администрирование, удобное, оцифрованное, то это влияет на инвестиционную привлекательность. Вот, к слову сказать, допустим, с внедрением этих этапов цифровизации мы уже в 2020 году, несмотря на имеющийся кризис, мировой кризис и наши внутренние сложности, наш рейтинг по doing бизнесу именно в части налогообложения улучшился почти на 16%. А это все влияет на инвестиционную привлекательность. Это во-первых. Во-вторых, что хочет правительство получить? Это, как я уже сказал, вывод экономики из тени, это борьба с контрабандой, это борьба с коррупцией, это увеличение доходной части бюджета. Естественно, если мы пополняем бюджет, то нам легче будет правительству выполнять социальные обязательства, решать социальные задачи, повышать те же заработные платы, строить социальные объекты и так далее, и так далее. Как раз таки уточняющий вопрос. После того, как ввели электронные счета фактуры, накладные, там прошло буквально 2-3 месяца, если не ошибаюсь. Есть ли какие-то уже уточняющие результаты? Да, с 1 июля электронный счет фактура была внедрена, 2 с небольшим месяца прошло. Есть итоги июля-августа. Как я уже сказал, у нас улучшились существенно позиции в части налогообложения по doing бизнесу. Это мировая оценка, да, скажем так. И причем здесь нужно сказать, что в сравнении с другими нашими соседями, близлежащими странами, наши показатели на порядок выше. Я не буду конкретные цифры по другим странам приводить, чтобы не совсем это корректно выглядело. Но я вам скажу, что на порядок лучше наши показатели, это во-первых. Во-вторых, если взять по налоговым поступлениям, за эти 2 месяца налогов собрано на 1 миллиард больше, чем в прошлом году.
И это с учетом текущего кризиса, карантина, сокращения экономической деятельности и так далее, и так далее. А также план по налоговым поступлениям перевыполнен почти на 2 миллиарда. Ну, правда, план, конечно, с тем, что в начале года он был секвестирован, мы бюджет в целом секвестировали, но тем не менее план был, текущий план он перевыполнен почти на 2 миллиарда. Вот такие показатели. И тема, которая очень часто муссируется в соцсетях, это тема фискализации. Скажите, пожалуйста, насколько в целом хватает ли у вас возможности, да, то есть вовремя реагировать на обращение бизнеса, да, в плане фискализации? Ну, по крайней мере, я могу сказать, что максимум усилий к этому прикладывается. Во-первых, по вопросам цифровизации идет онлайн взаимодействие налоговых органов с предпринимателями. Разные вопросы, технические вопросы возникают. Понятно, что для субъектов предпринимательства, ну, мы же знаем, любая новая вещь, она, как говорится, новая рождается в муках, да? Любая новая вещь, она может быть неудобна, неприятна, ну, не хочется лишний раз движение делать и так далее. Да? Есть лишняя работа для бухгалтеров, они должны обучаться новым навыкам, новые вещи узнавать. Это все как бы лишняя работа, никто не хочет выполнять лишнюю работу. Но я уверен, поверьте, это все оправдается в будущем. Так вот, по поводу реагирования на вопросы со стороны бизнеса, идет онлайн взаимодействие налоговых органов. Также вот мы в ближайшее время собираемся через дней 10, пару недель провести круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества с тем, чтобы выслушать их вопросы, пожелания, критику, что-то взять на карандаш, более подробно рассказать, вот, разъяснить, чего мы добиваемся. Да? И также вот недавно, на прошлой неделе проходил инвестсовет с участием премьер-министра, и там тоже были высказаны определенные комментарии по поводу цифровизации от бизнес-сообщества. И там дано поручение налоговой службе, чтобы она в кратчайшие сроки выстроила вот этот процесс онлайн-взаимодействия по вопросам цифровизации и при необходимости создала совместную рабочую группу с участием представителей бизнес-сообщества. Вернемся буквально на одну лестнику назад, как раз таки из ваших уст прозвучало слово «инвестиция». Да? То, что после того, как там, внедряют и внедрили проект Smart Salym, у нас есть такая возможность уже лучше выглядеть в глазах инвесторов, да? Поскольку мы уже улучшили свои позиции в рейтинге Doing Business. Как на сегодняшний день Кыргызстан выглядит в глазах инвесторов? Это, знаете, очень сложный вопрос. Конечно, цифровизация, она улучшает наши рейтинги, наши показатели, но если мы говорим об инвестиционной привлекательности, то она состоит из нескольких аспектов. Это и вот вопрос налогового администрирования, налогообложения, да, очень существенный, да, о чем мы сейчас говорим. Но на инвестиционную привлекательность влияют и другие факторы, политическая стабильность, скажем так, работа судебной системы, уровень криминализации, уровень преступности, устойчивость правительственных органов, государственных органов, то есть чтобы вот и вертикаль, и преемственность, все это сохранялось. Там очень много факторов. На сегодняшний день есть различные оценки нашей инвестиционной привлекательности, но вот, по крайней мере, до пандемии и показатели 2019 года, они показывали положительную динамику в сальдо притока и оттока инвестиций. То есть положительная сальдо, положительная динамика. 2019 год это демонстрировал. И отлично. Последний вопрос, скорее, наверное, возможность обратиться к отечественным предпринимателям. Ну, я хотел бы обратиться к нашим предпринимателям с пониманием и терпением отнестись вот к тем процессам, которые сейчас проходят в сфере налогового администрирования. Сразу скажу, вот ощутимый результат с точки зрения удобства и как это повлияет на, в целом на страну, на экономику, мы вот сегодня-завтра не увидим. Нужно время, полгода, год. Уверен, в следующем году все почувствуют. Я хотел бы с пониманием обратиться к нашим предпринимателям, с пониманием, терпением отнеслись, тесно взаимодействовали с налоговыми органами, с проектной группой. Мы готовы, мы открыты, мы готовы работать, взаимодействовать, отзываться на
пожелания, на вопросы реагировать, учитывать предложения. Поэтому я призываю еще раз отнестись с пониманием и призываю к тесному взаимодействию с государственными органами. А по мне была очень хорошая поговорка, да, то есть такая оговорка, точнее, отнестись к бизнесу с пониманием, что очень важно на стране. Да, отметим, что у нас в гостях был Эркин Асрандиев, вице-премьер-министр. Благодарим за исчерпывающие ответы, за информацию. Я думаю, этой студии с вами еще не раз увидимся, поэтому пожелаем вам удачи. А мы продолжаем наше вещание. Оставайтесь на телеканале Ала-То 24.